Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс-борборунда республика боюнча коронавирустук эпидемиялык абал, өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдеринде ишин кайрадан баштап жаткан объектилер үчүн милдеттүү санитардык эпидемиялык талаптар, COVID-19 алдын алуу боюнча калкты социалдык мобилдештирүү жана станционарларда бейтаптардын жүрүмү, алардын абалы жана дарылоонун тактикасы тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна жана медицина илимдеринин доктору, профессор, саламаттык сактоо министрлигинин башкы штаттан тышкаркы пульмонологу Сооронбаев Талант Маратбекович маалымат беришет. Маалымат жыйында сиздер Түз ободон ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен дагы көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг начальника управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Акматовой Айнуры Бектургановны, также Сооронбаева Таланта Маратбековича, доктора медицинских наук, профессора, главного внештатного пульмонолога Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Речь будет идти о ежедневной сводке по эпидемиологической ситуации коронавирусом по республике, обязательные санитарно-эпидемиологические требования для объектов, возобновляющих свои работы при режимах ЧС и ЧП, социальная мобилизация населения на профилактику COVID-19 и ведение больных в стационарах, их состояние и тактика лечения. Айнура Бектургановна, алдын ала маалымат берүү үчүн сизге сөз берилет. Хочу остановиться на статистической информации за истекшие сутки. За сутки из стационаров республики выписан 21 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в городе Бишкек 9, в Ужской области 1, в городе Ош 3, в Джалабадской области 3 и в Нарынской области 5. При выписке результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Всего с момента вспышки выписано с выздоровлением по стране 437 пациентов. На 29 апреля 2020 года по республике зарегистрирован 21 новый подтвержденный случай COVID-19. Из них в Ожской области 1, в городе Бишкек 13 случаев, в Нарынской области 6 случаев и в Баткенской области 1. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 729 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из них в Джалабадской области 113, в Ожской области 161, в городе Ош 110, в Чуйской области 52, в городе Бишкек 180, в Баткенской области 9, в Нарынской области 94 и Иссыкульской области 10. Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 6 случаев, из которых выявлены в городе Бишкек 2, в Нарынской области 3 случая, в Ожской области 1. И общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 191 случай. Из зарегистрированных положительных случаев 394 составляют женщины, 335 мужчины. Среди новых случаев, выявленных за сутки, 13 женщины и 8 мужчины. Дети в возрасте до 15 лет. Это 94 человека, из них до года 4, от 16 до 19 лет 20 человек, от 20 до 35 лет 204 человека, от 35 до 55 лет 253 человека, от 55 и старше это 158 человек. Состояние госпитализированных на сегодня. В стационарах республики находится 284 пациента, в тяжелом состоянии 10, 4 из них в реанимации. Средней тяжести 52 пациента, в удовлетворительном состоянии 222 пациента. Выписано 437 пациентов. Летальных исходов 8. Всего проведено исследований с 5 февраля 2020 года 50 775. За последние сутки проведено исследование 1795. Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 составляет 3009. Данное количество может изменяться по ходу эпидемиологического расследования. И на обсервации по Кыргызстану находится 1000 человек.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. Статистикалык цифраларга токтолуп кетсек, акыркы сутка ичинде жалпысынан 21 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 9 бейтап, Ош шаарынан 3 бейтап, Ош облусунан 1, Жалал Абад облусунан 3 бейтап, Нарын облусунан 5 бейтап чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары бардык бейтаптардыкы терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 437 бейтап айыгып ооруканалардан чыгарылды. 2020 жылдын 29 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 21 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 13, Нарын областында 6, Ош областында 1, Баткен облусунда 1 учур. Кыргызстанда жалпысынан тастыкталган COVID-19 инфекциянын саны 720 учурду түздү. Анын ичинде Жалал Абад облусунда 113, Ош облусунда 161, Ош шаары боюнча 110, Чүй облусунда 52, Бишкек шаары 180, Баткен облусунда 9, Нарын облусунда 94 жана Ысык Көл облусунда 10. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин саны 6-ны түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 2, Нарын облусунда 3 жана Ош облусунда 1 медициналык кызматкер. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен кызматкерлердин саны 191 учурду түздү. Жалпы катталган учурлардын ичинен 394 аял адам, 335 эркек, жаңы катталган учурлардын арасында 13 аял жана 8 эркек адам. COVID-19 инфекциясынын катталган учурлардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүштүрүп келсек, 15 жашка чейинки балдар 94, анын ичинде 1 жашка чейин 4 бала, 14 жаштан 19 жашка чейин 20 адам, 20 жаштан 35 жашка чейин 204 адам, 35 жаштан 55 жашка чейин 253 адам, 55 жаштан жана андан жогору 158 адам түздү. Ооруканада жаткырылгандардын абалына токтолуп кетсем, республиканын стационарларында 284 бейтап дарыланып жатат, оор абалда 10, анын ичинен реанимация бөлүмүндө 4 адам жатат. Орточо оор абалда 52 адам, канааттандырарлык абалда 222 адам, 437 адам чыгарылды. Каза болгондордун саны 8. 5 февраль 2020 жылдан баштап изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 50.775 түздү. Бир суткада жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн саны 1795 изилдөө. Рахмат. Анда Айнура Бектургановна, ошо өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдеринде ишин кайрадан баштап жаткан объектлер үчүн милдеттүү санитардык эпидемиологиялык талаптар кандай болушу керек, ошол боюнча бизге маалымат берсеңиздер, анан кийинки темада өтсөк. Период поэтапного возобновления экономической деятельности в стране с 1 мая и в дальнейшем 11 мая и в дальнейшем в этот период все объекты, все субъекты предпринимательства, все государственные учреждения должны соблюдать и придерживаться рекомендуемые санитарно-эпидемиологические требования. С 1 мая, как нам известно, начнут свою деятельность энергетическая, химическая, нефтегазовая промышленность, машиностроительная, приборостроительная, текстильная, кожевенно-обувная промышленность, мебельная промышленность, производство строительных материалов и другие виды производства в сфере строительства, сопутствующие работы и услуги. Также начнут свою работу в сфере торговли, это интернет-магазины с курьерской доставкой, услуги государственных и частных нотариусов, оптовая продажа и поставка строительных материалов. И в связи с этим к руководителям этих предприятий и к сотрудникам этих предприятий и учреждений разработаны и будут предъявлены определенные санитарно-эпидемиологические требования, которые заключаются в том, что на каждом из этих предприятий должно быть определено ответственное лицо за проведением измерений температуры тела,
опроса сотрудников о наличии тех или иных симптомов, например, это кашель, головная боль, слабость. Обязательно отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с вышеперечисленными симптомами, с повышенной температурой и признаками любого инфекционного заболевания. Вход посетителей и сотрудников строго при наличии масок или же респираторов на свое рабочее место. На этих предприятиях обязательным будет требование обеспеченностью запаса дезинфицирующими средствами из расчета не менее на 5 и 15 дней. Обязательный инструктаж лиц, ответственных за уборку, об усилении режима дезинфекции любого из предприятий, которое начнет экономическую деятельность. Это мытье и уборка производственных помещений с обязательным применением дезинфицирующих средств, в том числе и рабочих мест, в том числе и оргтехники, телефонов, туалетных комнат, раковин для мытья рук и сливных бачков и так далее. Обязательным условием для руководителей предприятий, которые возобновляют свою экономическую деятельность, будет установка санитайзеров при входе на предприятие, вывешивание инструкции о правилах мытья рук, обеспечение сотрудников средствами личной гигиены. Это жидкое мыло, дезинфицирующие средства, салфетки, кожные антисептики. И обязательное соблюдение на предприятии, которые возобновляют экономическую деятельность, одноразовых масок. Руководители предприятий будут обеспечивать своих сотрудников масками. При этом обязательно соблюдение правильного использования этих масок. Маски должны аккуратно закрепляться, и для того, чтобы не было зазора между лицом и маской. Нельзя прикасаться к маске руками во время использования. После прикосновения к использованной маске обязательно мыть руки и использовать антисептик. После того, как маска станет влажной или загрязненной, необходимо надеть новую, чистую и сухую маску, и руководитель должен обеспечить условия для утилизации использованных масок. Кроме этого, руководителям и сотрудникам необходимо соблюдать дистанцию. Это соблюдение дистанции в 1,5–2 метра между сотрудниками на рабочих местах. Необходимо составить графики приема пищи в столовых данных предприятий. И крайне важно обеспечить нормальный воздухообмен в помещении. Это функционирование приточно-вытяжной вентиляции. Если отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, то это обязательное проветривание помещений 4–5 раза в день по 15 минут. По возможности в столовых на этих предприятиях необходимо использовать одноразовую посуду. При отсутствии одноразовой посуды обязательно мытье и этой посуды и ее дезинфекция с использованием дезинфицирующих средств. Вот это основные эпидемиологические рекомендации и требования, которые должны обеспечить руководители и сами сотрудники тех предприятий, которые с 1 мая начнут свою работу и возобновят свою экономическую деятельность. Да, еще свою экономическую деятельность возобновят парикмахерские. При этом к парикмахерским соблюдаются те же санитарно-эпидемиологические требования, которые заложены в наших санитарных нормах и правилах. Но кроме этого, обязательно для сотрудников также будут установлены правила ежедневного фильтра, то есть при приходе на работу измерение температуры, опрос наличия у них симптомов кашля, температуры, отсутствие в доме родственников, температурящих родственников и прием граждан для получения услуг обязательно по предварительной записи. Да, в сфере торговли также продовольственные магазины, они работали у нас и во время чрезвычайной ситуации, и во время чрезвычайного положения. Также они будут продолжать свою деятельность. Но еще раз мы должны напомнить руководителям и сотрудникам в сфере торговли о том, что также должны быть установлены санитайзеры,
Посещение магазинов и помещение этих магазинов в обязательном порядке должно быть в масках и в респираторах. Руководители данных сферы торговли должны обеспечить условия для того, чтобы посетители не скапливались в помещениях магазинов. Нужно обеспечить дистанцию между посетителями в 1,5–2 метра. И обязательно в сфере торговли это проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. И генеральной уборки не менее чем каждые 3 дня с мытьем и обработкой дезинфицирующих растворов. У входа в магазин владельцы магазинов должны постелить коврик, пропитанный дезинфицирующим раствором. И для всех сотрудников обязательно применение масок и перчаток при использовании денежных купюр. И на следующих наших пресс-конференциях мы также будем знакомить с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями для всех других предприятий, которые будут возобновлять свою экономическую деятельность. Спасибо. Айнура Бектургановна, тогда о социальной мобилизации населения на профилактику COVID-19 кто нам расскажет? Социальная мобилизация населения COVID-19 – это те мероприятия, которые мы будем проводить с участием всех наших граждан, всех государственных, неправительственных органов, для того, чтобы обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований и профилактику распространения коронавируса среди населения в случае, когда начнется возобновляться экономическая деятельность всех предприятий. При этом мы будем информировать через средства массовой информации всех наших граждан о том, что несмотря на то, что возобновляется экономическая деятельность многих предприятий и государственных учреждений, наше население не должно забывать о том, что мы также должны соблюдать требования личной гигиены, ношение масок, использование антисептиков и соблюдать дистанцирование между населением, между гражданами в 1,5–2 метра. Также наше население не должно забывать о том, что несмотря на то, что возобновляется экономическая деятельность многих предприятий и деятельность многих государственных учреждений, и на работу выходят многие сотрудники, которые находились на удаленном доступе, которые находились на удаленной работе, нельзя забывать о том, что необходимо оповещать всю свою семью, всех своих коллег о соблюдении мер, которые ранее были предложены Министерством здравоохранения. И также будут для населения разработаны специальные инструктивно-методические материалы, которые мы будем рассылать через интернет-источники, которые мы будем непосредственно на предприятиях оповещать. Наши сотрудники, которые работают в сфере коммуникации в Министерстве здравоохранения, также будут посещать наши учреждения, государственные учреждения, а также предприятия, частные предприятия, и будут рассказывать о том, какие условия нужно соблюдать во время возобновления экономической деятельности, но в то же время для того, чтобы оградить себя и своих близких от коронавирусной инфекции, от повторной вспышки коронавирусной инфекции. Мы должны сохранять свою бдительность и придерживаться всех тех рекомендаций, которые будет предлагать Министерство здравоохранения.
Андай кийинки суроону сөздү Талант Маратбековичке берелик. Ушул стационарларда бейтаптардын жүрүмү, алардын абалы жана дарылоонун тактикасы тууралуу эгерде эме болсо кандай алып жүрүш керек, ошону маалымат берип койсоңуз. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание, что для лечения больных с коронавирусной инфекцией у нас вот в Кыргызстане создана специальная система, организационная структура, которая включает в себя консилиумы, врачебные консилиумы национального уровня, врачебные консилиумы регионального уровня, непосредственно команду врачей, которые проводят вот лечение больных в специально организованных отделениях. То есть вот создана такая очень организованная, хорошая такая система оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. И вот на основе международного опыта была организована такая вот, знаете, как организована, значит, как бы организованы подходы оказания медицинской помощи, в том числе с использованием вот интернет-технологий, дистанционного консультирования, видео, телеконференций. Вот, и этот вот такой подход, он показал свои хорошие результаты во многих странах, и в том числе вот у нас в Кыргызстане. Следующий момент, который я хотел бы, чисто вот организационные моменты, чтобы вот было понятно, обратить ваше внимание, что все пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, они обязательно госпитализируются вот, в специально организованные отделения во всех регионах нашей республики, и они находятся под наблюдением обученных, подготовленных врачей на местах. То есть вот в каждом отделении работает бригада врачей в составе инфекциониста, в составе реаниматолога, пульмонолога. И эти врачи были обучены тому, как нужно вести, как нужно оказывать помощь больным с коронавирусной инфекцией. И очень важный момент, тоже хотелось бы подчеркнуть, что во всех этих организованных отделениях есть все необходимые лекарственные препараты и есть все необходимое оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких. То есть вот нехватки или вот проблем с медикаментами и оборудованием нет по сегодняшний день, вот уже больше месяца, как больные получают лечение. Каждому больному, в зависимости от тяжести болезни, наличия сопутствующих заболеваний, возраста и других очень важных показателей, врачебный консилиум разрабатывает, согласованным решением разрабатывает индивидуальную программу лечения. То есть вот это особый подход, новая болезнь, много возникает вопросов, и поэтому вот врачебные консилиумы национального уровня, регионального уровня решают, какой подход лечения, какие лекарственные препараты, какое оборудование, если в этом есть необходимость, наиболее оптимально для вот каждого конкретного пациента. Это тоже хороший опыт международный и наш опыт, что вот нужно как бы такой персонифицированный разрабатывать подход именно вот для лечения коронавирусной инфекции. Хотелось бы также отметить, что лечение больных с коронавирусной инфекцией проводится, всех больных у нас в Кыргызстане проводится в соответствии с рекомендациями, изложенными во второй версии временного клинического руководства, которое было разработано нашими ведущими специалистами, главными специалистами, могу сказать, лучшими специалистами нашей страны и утверждено Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. Почему мы называем это временным клиническим руководством? Потому что, как уже было отмечено, это новая болезнь, появляются новые данные, появляются новые рекомендации. И мы, так же, как и в других странах, вот рабочая группа, она отслеживает все вот имеющиеся новые данные, лучший опыт, лучшую практику международную. И мы стараемся тоже обновлять и вот
перерабатывать и разрабатывать новые версии. Вот сейчас мы планируем разработать новую, третью версию клинического руководства, временного клинического руководства. Вот как я уже отметил, я думаю, это тоже очень важно знать нам всем, что вот в этих временных клинических руководствах предлагается, включены в эти руководства самые лучшие методы лечения и самые лучшие подходы, которые вот использовались в других странах мира, и мы, конечно, стараемся для наших пациентов, особенно пациентов с средне-тяжелым течением, с тяжелым течением болезни, у которых развивается пневмония, чтобы мы им вот могли их вот взять, насколько возможно, на такой вот хороший контроль и предложить им качественное такое лечение. Ну и также хотелось бы подчеркнуть, что вот наши пациенты со средне-тяжелым течением болезни, с тяжелым течением болезни, они получают, как я уже отметил, индивидуальную, каждый имеет индивидуальную программу лечения, и лекарственные препараты, каждый лекарственный препарат назначается, рекомендуется, предлагается только после согласованного решения консилиума национального уровня, консилиума регионального уровня и согласия с местными нашими бригадами врачей. То есть это вот такой особый такой специальный подход, чтобы мы могли минимизировать риски, чтобы мы могли больному принести как можно больше пользы, при этом вот, чтобы вот, риск был минимальным. То есть хочу сказать, что вот такой вот тщательный анализ проводится перед тем, как назначать лекарственные препараты, особенно вот нашим больным с тяжелым течением заболевания. Могу сказать, что они защищены, и вот такое вот как бы глубоко продуманное и эффективное лечение предлагается нашим пациентам. И именно поэтому у нас, я думаю, это хорошая новость, у нас невысокий процент больных, у которых вот наблюдалось осложнение. У нас очень, все-таки мы можем сказать на сегодняшний день, вот после месяца вот нашего опыта лечения больных, мы можем сказать, что у нас низкие результаты смертности, и многие тяжелые больные, они перешли из категории тяжелых больных в категорию средне-тяжелых, и многие уже в настоящее время находятся дома. На этапе вот уже выздоровления проводится, уже с ними мы начали такую проводить работу по восстановлению их здоровья, по реабилитации, возвращению их к нормальной такой социальной жизни. Ну и хотел бы также отметить, что вот достаточно много больных, вот как уже озвучивалось, 222 больных на сегодняшний день в стационаре, они имеют легкое течение болезни, но я хочу немножко вот уточнить, что среди них есть бессимптомные больные, и процент их составляет больше 40. То есть вот больше 40% наших пациентов имеют положительный анализ на коронавирусную инфекцию, но у них нет практически симптомов. Значит, вот больным с легким течением болезни, больным бессимптомным практически вот никакого активного лечения не проводится. То есть они не получают ни антибиотиков, они не получают ни противовирусные препараты, не получают. За ними ведется наблюдение, и только по необходимости им назначается симптоматическая терапия. То есть вот все эти рекомендации, они изложены вот в нашем клиническом руководстве. И наши врачи, мы все, вот, кто вовлечен в процесс лечения, мы строго следуем вот нашим клиническим руководством, то есть все детально обсуждается, все это продумывается, и каждому больному, как я уже сказал, предлагается такое специализированное, индивидуальное лечение. Ну и хотел бы также отметить, что ни одному пациенту как бы без его согласия активное лечение не проводится. То есть вот если консилиум врачебный решил, что вот у больного тяжелое течение болезни, у больного развилась пневмония серьезная, и мы видим, что у этого больного есть риски ухудшения состояния, есть риски прогрессирования болезни,
консилиум принимает решение, что этому больному, с учетом всех показаний и противопоказаний, что польза от назначения противовирусного препарата, она превышает намного риск. И тогда мы пациенту предлагаем вот этот метод лечения. То есть мы специально разработана форма согласия больного. Мы эту форму предлагаем пациенту, и никакого давления при этом на пациента не оказывается. То есть больной сам решает, он будет принимать этот препарат или не будет препарат этот принимать. У нас были случаи, когда пациент говорил, что он отказывается от приема лекарства, и наши врачи не назначали этот препарат, но это такие вот стандарты, это правила, которые соблюдать мы обязаны и должны, и это соблюдается. То есть только после того, как больной говорит, что он согласен принимать лекарственный препарат, наши врачи начинают вот терапию этим препаратом, противовирусным препаратом. Поэтому хотел бы сказать, что это не все так легко, не все так просто происходит, как вот иногда мы слышим комментарии. Это все жестко контролируется, и это все направлено на безопасность пациента. То есть вот вся врачебная команда, я хочу сказать, прекрасная команда врачей, подготовленных сейчас. Это новое уже поколение врачей вот в период пандемии коронавирусной инфекции, которые работают с этой инфекцией. Это мужественные врачи, которые с честью выполняют свой долг. И вот все делают для того, чтобы как можно максимально защитить больного, его безопасность, интересы больного. И самое главное, чтобы больного вывести из тяжелого состояния, из средне-тяжелого состояния, сделать так, чтобы больной поправился и выписался домой. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, я напомню, что вот на этот вопрос, это не вопрос, по относительно ведения больных в стационарах и состоянии тактика лечения рассказал нам доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения. Талант Маратбекович, у меня такой вопрос, как раз вот в обществе тоже задаются много этим вопросом. А вот среди медицинских работников есть зараженные, как нам известно. Это по какой причине это происходит? Вы знаете, на самом деле сложный вопрос. Вот, и я думаю, что я бы хотел вот чисто как бы, опираясь на комментарии наших вот коллег, которые недавно приезжали из Польши и из Китая. Знаете, вот одна из причин, на которую указывали наши вот коллеги, во-первых, я хочу сказать, что вот наши специалисты из Польши, из Китая, они ознакомились со всеми стандартами лечения, которые мы используем, они полностью поддержали, согласились, что у нас в Кыргызстане все проводится на таком хорошем уровне, имеется в виду организация лечения и вот проводимое лечение на хорошем уровне. То, что касается вот почему медики заразились, но здесь вот есть, я думаю, что объективные причины, и они об этом говорили. Одна из причин – это то, что, к сожалению, это новая инфекция. Коронавирус сам по себе, коронавирусная инфекция, она высококонтагиозная. То есть до сих пор нет точных, вот скажем, точной информации, до сих пор нет, каким образом происходит заражение вообще человека. То есть известно, что заражение идет от одного человека к другому человеку, но вот именно вот те меры защиты, которые предпринимаются, они, конечно, в полной мере нашими врачами использовались, безусловно, здесь даже вопросов нет. Но вот элементы все-таки вот непонятные для нас, которые вот сейчас расследуются, специальная комиссия это все изучает, но вот одна из причин, я думаю, что это то, что это связано с коронавирусом, что это высококонтагиозный. Другое, конечно, это то, что врачи работали вот в очагах инфекции. Это тоже определенные условия для того, что именно для повышения, для высокого риска заражения врачей. Они постоянно находились в контакте с потенциально больными и с теми, кто действительно потом уже подтвердился анализ, что у них есть коронавирусная инфекция. Вот. Ну и, как уже говорили, готовность самих врачей. То есть вот как бы
все было обеспечено, но, опять же, это первый опыт. Я думаю, что здесь тоже, возможно, вот эта роль сыграла, что вот первый опыт работы с этими больными, с организацией помощи, вот это тоже, можно сказать, как-то повлияло. Поэтому вот об одном я хотел бы сказать, что вот мы работаем с докторами нашими, и мы постоянно в контактах, и мы знаем ситуацию хорошо. Об одном могу сказать точно, что вот наши доктора вот к моменту, когда вот первые пациенты стали выявляться с коронавирусной инфекцией, в общем-то, они уже были обеспечены средствами защиты, индивидуальной защиты. То есть, насколько мне известно, вот проблем с нехваткой средств индивидуальной защиты не было в начале инфекции, и нет этих проблем вот на сегодняшний день. И вот последние недели можно уже видеть, что количество врачей, медиков, которые заразились коронавирусной инфекцией, вот такая тенденция к заметному снижению. Ну, трудно, в общем, комментировать этот вопрос, но вот я постарался передать ту информацию, те комментарии, которые были сделаны нашими коллегами из Польши, Китая. Одно очень важно, вот сейчас такая ситуация, когда просто нужно действительно, комиссия есть, выяснить, почему это все происходило, но мне кажется, вот очень важно здесь не пытаться искать виноватых, не пытаться вот какие-то вот такие вот искать негативные моменты, а наоборот, вот на основе той информации, которая имеется, конечно, на будущее вот выстроить такую более эффективную защиту наших коллег-врачей. Айнура Бектургановна, вот вчера в социальных сетях гуляет и до сегодняшнего дня фото с тем, что медицинские работники берут на лестничной площадке анализ тестирования. Да? Это почему так происходит? И вот комментарии от Министерства здравоохранения. Да, по данному вопросу проводится расследование, в связи с чем у нас происходят такие случаи. И о результатах, почему такая ситуация была допущена, и почему такая ситуация сложилась, мы вам еще дополнительно сообщим. Спасибо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, биз ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы келип жетти окшойт. Баардык биздин адистер суроолорго жооп бере алды жана маалымат берди. Ошол өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдеринде ишин кайрадан баштап жаткан объекттер үчүн милдеттүү санитардык эпидемиялык талаптарды кандай аткарылышы керек, COVID-19 алдын алуу боюнча калкты социалдык мобилдештирүү тууралуу маалымат алдык. Жана ошондой эле стационарларда бейтаптардын жүрүмү, алардын абалы жана дарылоонун тактикасы тууралуу да кенен маалымат алдык. Бүгүн биздин Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Ахматова Айнура Бектургановна болду. Ошондой эле медицина илимдеринин доктору, профессор, саламаттык сактоо министрлигинин башкы штаттан тышкаркы пульмонологу Сооронбаев Талант Маратбекович толук бизге маалымат берди. Түзөөдөн сиздер бизди ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Ынтымак ТВ, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Менкай ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан, Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен дагы көрүп угалдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.